бежать до таких сложных целей. У проекта есть такая общая цель – показать, что путешествовать по России можно, и это можно делать абсолютно на всем, на чем угодно. Если у вас есть машина, вы можете сесть в машину, поехать в соседний регион, и это уже будет путешествие. Выехать в соседний Улус – это тоже будет путешествие. Нет машины – садитесь на велосипед. У вас здесь активно велосипеды даже зимой используются. Нет велосипеда – можно пройти пешком в любой пеший маршрут, и это тоже будет путешествие. Человек, когда путешествует, когда узнает этот мир, то он всю его многогранность как раз видит через путешествие. Потому что вот если взять нашу Россию, то представьте, каждый регион – это отдельный пазл. Чтобы понять, какая у нас страна, нужно собрать эти пазлы. Самое простое – посмотреть или почитать, или узнать об этом через какие-то информационные источники или через блогеров, но лучше всего увидеть это самому через призму своего восприятия. И вот если вы соберете все эти пазлы, то вы узнаете, какая у нас невероятно красивая, многогранная, многоконфессиональная, многонациональная страна. Международный этап экспедиции до мыса Челюскин был нацелен не просто на достижение этой точки, а его целью была проработка туристических маршрутов. Год назад мы добрались на автомобилях до мыса Пакса. Это самая северная континентальная точка Якутии. И помимо всего прочего, это еще самая северная континентальная точка всего Дальнего Востока. Мыс уникальный, находится на территории Анабарского улуса и имеет колоссальный потенциал туристический. Сейчас мы прорабатываем там несколько маршрутов. Есть проект по установлению там точки знаковой. Интересен он тем, что прямо на самом мысу за примерно где-то 15-20 метров до мыса проходит 73 и 74 параллель. И, соответственно, ты переходишь с 73 параллели в 74 прям вот практически на самом мысу. Это такое знаковое место. То есть у тебя навигатор показывает, как прям ты вот шаг туда, 73, 74. Сам по себе маршрут интересен тем, что если начинать его от удачного, то сначала после удачного ты проходишь полярный круг, заходишь в Арктику, а дальше через определенное место доезжаешь аж до 74 параллели, ну и до самого края Земли всего Дальнего Востока. В этом году мы решили расширить этот маршрут, соединить Якутию с Таймыром. Там есть такой, так скажем, не зимник, но зимний путик, который соединяет и исконно раньше соединял республику Саха-Якутия с Таймыром, с Красноярским краем. Это такие поселки, то есть он находится между населенным пунктом Юрон-Хая и населенным пунктом Попигай. Национальные долганские села, которые тоже очень интересны. Еще была задачей пройти по маршруту наземному, потому что есть несколько маршрутов достижения Челюскина, более быстрый маршрут по морю, но он всегда связан с определенными рисками. Риск этот связан просто с тем, что за счет смены ветра может быть оторвана ледяная кромка от береговой линии, и, соответственно, проезда может не быть, и есть опасность, так скажем, на технике с отрицательной плавучестью не доехать. Вот, поэтому мы ехали по маршруту по наземному. Также на маршруте там есть места, где можно заправиться топливом, поэтому мы прорабатывали именно этот маршрут. На сегодняшний день до мыса Челюскин в этом году доехала китайская группа, тоже с туристами. Вот. И прямо сейчас, когда мы ведем с вами эту пресс-конференцию, здесь группа китайских туристов под руководством одного из участников команды про путешествия Евгения Шаталова как раз доезжает до Оленька. Это автомобильная экспедиция, прямо на китайских автомобилях. И об этом сейчас поподробнее расскажет Женя. Подвожу к тому, что сейчас, когда еще маршруты не сформированы, но задан вот этот тренд,
самой крайней точки Дальнего Востока. Она очень похожа на голову дракона, такую рассекающую море, высокие скалы. И мы сейчас создаем вот этот миф, легенду, которую любят, Китай вообще очень любит легенды, любит мифы. И вот у них есть поверье, что где-то далеко на севере есть дракон, который головой лежит на север. И вот человек, достигнувший головы дракона, будет счастливый. Мы нашли эту голову дракона, она находится здесь у вас, в Якутии. И я думаю, что туристический поток будет сформирован. Мы постараемся этому помочь, но в любом случае без поддержки рынка туристического и самой республики Саха, я думаю, что здесь не обойтись. Здесь в любом случае это такая комплексная работа. Один в поле не воин, тем более в таком большом регионе. Вот. Жень, расскажи, пожалуйста, подробнее про китайских туристов, вот что как они едут. Прямо сейчас группа китайских туристов на 3 автомобилях находится, они выехали из города Удачный в сторону Оленюк. Эту группу наш экспедиционный центр «Эрго-Экспо» курирует. То есть мы помогаем информационно, организационно, медиа, обеспечиваем безопасность, несмотря на то, что мы находимся дистанционно, но тем не менее все эти вопросы мы решаем. В данный момент они выехали из города Удачный в сторону Оленька, и в разговоре с нашими партнерами, с китайскими, было высказано, что север и Якутия очень интересны для китайского туриста, который может сюда приезжать как на своих автомобилях, ну, что происходит в данном случае, так и прилетать сюда на самолете и на вездеходах и уже на автомобилях на наших доезжать до нужных интересных точек. А таких точек в Якутии огромное количество. Это и 2 полюса холода, это и мыс Пакса, ну и так далее. То есть таких объектов, точек культурной навигации очень много в Якутии. То есть и сейчас вот с той группой, которая путешествует по Якутии, мы уже готовим финальный отчет для того, чтобы показать средствам массовой информации тот интерес, который был проявлен, и самое главное, он был реализован. Да, конечно, они мне сегодня прислали уже фотографии, вот, часть фотографий из этого путешествия. И, собственно, как только закончится проект, мы во все средства массовой информации Якутии выдадим информацию. И всячески в наших планах популяризация этого вида туризма, не только этого вида, в том числе охота, которая интересует китайских наших партнеров и товарищей, рыбалка, посещение труднодоступных мест. То есть все это в комплексе будет формироваться разнообразный туристический продукт, который мы будем красиво показывать, представлять и вовлекать сюда людей. Ну и это будут не только Китай, это и другие страны, которые проявляют сейчас интерес к Российской Федерации и к Якутии. Да, еще нужно отметить, что помимо иностранного туриста огромный интерес есть у нашего российского туриста, потому что сейчас, когда есть определенные сложности с выездом многих за рубеж, то, так скажем, турист начинает поворачиваться лицом к внутреннему туризму. Сначала на руку сыграл здесь ковид с тем, что все стали вот как бы смотреть в сторону России, а сейчас это еще усилилось. Поэтому мы понимаем, что российский турист из центральных регионов будет ехать сюда. Это будет пример, ну, сейчас прогнозировать тяжело, но вот есть примеры того же самого Кавказа, как до этого на Кавказ ездила небольшая часть туристов, а вот последние 2 года там просто бум. То есть это такой, это как, не знаю, там Байкал лет 10 назад, там было мало, а потом просто как резко вот всех прорвало, и все, Байкал, Мурманск, Карелия, вот такие регионы, и вот здесь потенциал очень большой, и очень хотелось бы, вот у нас сейчас есть планы, во-первых, приехать летом, и мы снимаем огромное количество контента, если взять только полноценные видео, то их у нас там по просмотрам больше 100 миллионов. А если взять вообще в целом контент в соцсетях, то там речь идет, ну, там, я думаю, не сотнях, ну, в общем,
да, наверное, сотни миллионов просмотров. И, соответственно, весь контент про республику, он в основном зимний. И он так или иначе формирует вот этот тренд. То, что вы научились монетизировать мороз, это просто заслуга вот ваша по умолчанию. Это вот все, это ваш бренд. Но я как житель, рожденный в Магаданской области, знаю, что летом, вот в это короткое маленькое лето, тут тоже есть чем заниматься. Есть сплавы, есть шикарная природа, есть рыбалка, пеший маршрут. То есть тут действительно есть чем заняться. И вот в этом году мы планируем вернуться еще летом в республику и подснять летнего контента. У нас будет, скорее всего, несколько выездов вот в разные улусы. И цель тоже будет именно еще рассказать про ваш регион летом. Вот. Если говорить в целом еще про поездку, то хотелось бы отметить, что, допустим, год назад, когда мы были в том же самом населенном пункте Оленек, мы останавливались в гостинице, и гостиница, знаете, вот была в таком состоянии вот, на троечку с минусом. Ну, она была, это уже хорошо. Вот это мы уж так придираемся со стороны туризма. Если вот турист приедет, то он скажет что-то на троечку с минусом. И мы ребятам, кто курирует эту гостиницу, дали вот как бы некий такой список того, что можно было бы поправить без особого вливания там каких-то миллионных денег. Вот просто легкая косметика. Это Оленек. Нет, не, подождите, не Оленек, в Сыскалахе. Сыскалах. В Оленьке хорошая гостиница, нужно отметить. Вот. И в этом году, когда мы приехали в Сыскалах, мы были приятно удивлены. Они сделали косметический ремонт. Вообще, ну вот этого и надо было сделать. И сразу эта гостиница заиграла другими красками. Там приятно находиться. Мы ждали запчасть там на обратном пути. Провели там 5 дней. И я могу сказать, что это были 5 комфортных дней в хорошей гостинице. По меркам Арктики мы находились в Заполярье. И вот здесь примерно все так и будет. Как только поедет турист, как только будет спрос, то в принципе предложение оно должно само подтянуться. И опыт того, как из ничего появляется туристическая Мекка, у вас в регионе есть. Это Аймикон полюс холода, который вот абсолютно, ну, на наших глазах, можно сказать, был из просто вот одного из полюсов холода, главным полюсом холода не просто северного полушария, а вообще, мне кажется, всей планеты. Все знают, что вот этот Аймикон. То же самое будет и здесь. Но нужен турист. И для того, чтобы он сюда приехал, нужно создание вот этого информационного поля. Если ты не увидел своими глазами, не узнал, не прочитал об этом, то ты не приедешь сюда. Вот, к сожалению, это так. Поэтому наша сейчас задача, помимо проработки всех маршрутов, это вернуться домой, 4 терабайта видеоматериала, которые мы отсняли, перелопатить, сделать из них многосерийный фильм формата YouTube. Я думаю, что серии 30 у нас там будет точно. Вот. Но подробнее об этом, о том, как он будет монтировать весь отснятый материал, расскажет Антон Голиков, оператор и режиссер монтажа команды Ergo-Expo. Расскажи, Антон. Мы на самом деле отсняли огромное количество материала. Арктика нас в этом году и порадовала, и огорчила в какой-то степени своей непредсказуемостью. Было много всего интересного, увлекательного, что зрителю должно понравиться. И могу, наверное, смело сказать, что это будет один из самых интересных сезонов на канале. Антон хорошо снимает, много снимает, но говорит коротко. Но говорит мало. Молодец. Да, коротко и по делу, да. Ну, еще хочу представить еще одного участника нашей команды, Мирлан Туркменов. Мы давно дружим с Мирланом, уже прям дружим, вот. Но в этом году он присоединился к нашей команде, экстренно заменив от бывших участников. Вот, хорошо влился в коллектив, выполнял функцию второго штурмана до того момента, когда к нам присоединился Женя Шаталов в Хатанге. То есть пол маршрута в сторону Челюскина был главным штурманом. Вот, поэтому, Мирлан, расскажи о своих впечатлениях. Ты путешествовал, но путешествовал по зимникам, а тут все-таки были 1000 километров без дорог. Как в целом тебе вот такая неизведанная Арктика? Ну, во-первых,
Это, как ты правильно подметил, первый мой боевой выезд в открытый космос, можно сказать. Мы проехали в общей сложности больше 3500 километров по абсолютному бездорожью. То есть там не было ни зимников, ничего. И самая там такая, что называемой, так называемой дороги, это был след от КАМАЗа или след от Трикола, в который нам не подходил, потому что мы немножко тяжелые были. Я еще добавлю, еще нам встречались следы от песцов, от овцебыков и от белых медведей. Да. И для себя хочу подметить, что я как бы расширил свои горизонты, приобрел колоссальный опыт. Вот, принять опыт Богдана, Евгения прям с первых рук, с первых уст, это очень дорого стоит. Для себя много чего открыл, много чего подметил, где какие свои нюансы. Даже теперь воочию попробовал. Ну, я здесь пробовал топтаться, но так как у нас в центральной Якутии снег немножко другой, наст немножко другой, оказывается, разница очень большая. И в тундре, и попробовал это делать, теперь могу сказать, что это как бы можно это делать. И следующие выезды, какие-то другие экспедиции, можно смело говорить, что у нас будет не только штурман, который экстренно может заменить, но и водитель. Ну да. Коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, то с удовольствием на них ответим. Единственное, нужно будет подойти к микрофону, потому что у нас идет онлайн-трансляция, и нас на Большой Земле в Москве тоже смотрят коллеги. Не стесняйтесь. Экстремальный туризм – это прежде всего приключения. Можете рассказать о каких-нибудь интересных сложностях, о каких-то ситуациях, в которых можно рассказать интересно? Давайте, я думаю, что каждый расскажет про какую-то ситуацию. Я расскажу про ситуацию, когда мы выехали из Хатанги и попали в циклон. Безусловно, мной как руководителем было принято решение, оно такое, знаете, я называю его на грани фола. То есть мы, конечно, не переходили за вот так называемую красную ленточку опасности, но прям прошли по ней практически. То есть выход в пургу в тот момент, когда выпадает там месячное количество осадков, но это априори нельзя так делать. То есть настоящий полярник, у него должно быть просто по умолчанию развито такое чувство, как ждать, пурговать. То есть идет пурга, остановился где-то в месте, где ты можешь спокойно ее переждать. Закончилась пурга, двигаешься дальше. Ну, в пургу это вот... Мы же выехали. Ну, мы прекрасно понимали, что у нас были определенные точки, и исходя из этого мы поехали. Отъехав, не знаю, километров 200 от населенного пункта Хатанга, мы просто уперлись вот в непроходимую мглу, белая, ну, ее называют черная пурга, но это по большому счету, вот ты как будто, как в раю. Мы пошутили, что если будет ад для полярного путешественника, автомобилиста, то он будет выглядеть именно так, потому что ты едешь, и ты не видишь, куда ты едешь. То есть у тебя есть показатель, у тебя вот есть спидометр, есть одометр, и есть трек, по которому ты едешь, и штурман, который тебе говорит чуть левее, чуть правее, чуть левее, и ты просто едешь вот по треку. Момент, когда машина останавливается, ты его не чувствуешь. То есть вот ты едешь, ну, ты же не спеша едешь медленно, и машина так вот в снегу как бы зарывается, а ты не видишь этого. Ты только видишь, что у тебя скорость упала, все, значит, ты не едешь. Вот, и вот в таком мы там мыкались, тыкались, выходишь из машины, открываешь дверь, думаешь, странно, что-то она не едет. Выходишь из машины и по пояс в снег проваливаешься. Понимаешь, что снега очень много. Мы остановились, начали пурговать, у нас замело всю машину. Вот, мы пропурговали так 2 дня, и я понимаю, что мы пока ехали, сожгли топлива много, потому что вот ехали по этому бездорожью, а потом еще пока стояли, топливо сожглось. И здесь у нас на протяжении всего маршрута, когда мы разрабатываем, есть точки невозврата. То есть мы понимаем, что вот если вот доезжая до этой точки, у нас топлива ровно столько, что либо сейчас мы возвращаемся назад, нам хватит, чтобы вернуться назад, но если впереди будут какие-то проблемы и нам придется задержаться, то мы не доедем до следующей заправки, и, соответственно, машина просто станет памятником посреди полуострова Таймыр. Вот.
ну это так реально, таких памятников в Арктике огромное количество. И здесь было принято решение вернуться назад. И как бы это нам не было, мы километров 100 там примерно откатились назад. Благо по пути мы встретили домик отшельника, который живет там вот просто на въезде в Таймыр, так скажем. Дядь Вова, мы остановились у дяди Вовы, заправились, пообедали, переночевали, соответственно, в нашей палатке и в машине, и на следующий день рано утром выехали. И это было абсолютно правильное решение, потому что маршрут, который мы толкались до этого 3 дня, мы прошли за 5 часов. Соответственно, на тот момент, когда мы вернулись на точку невозврата, у нас было топливо плюс 3 дня, плюс 2,5 дня. Вот. Поэтому вот это, наверное, было не столько волнительное, сколько для меня запоминающееся событие, потому что мне необходимо было принимать решение. Вот этот сделать шаг назад, чтобы сделать 2 вперед, или все-таки упереться и подвергнуть опасности всю команду. Вот такое вот было у меня событие. Жень, расскажи, что тебе больше всего запомнилось? Интересных и знаковых событий было очень много, но меня всегда напрягает слово «экстремальный». Я хочу рассказать про, наоборот, смешную ситуацию. В одном месте мы встретили большое стадо овцебыков. Примерно 40 овцебыков. Большие, красивые, потрясающие животные. Я вышел из автомобиля с тем, чтобы их сфотографировать. А ребята на автомобиле стали объезжать так, чтобы безопасно подъехать поближе к овцебыкам и их не напугать. Вот. Но это не получилось. И я стою посреди тундры, передо мной находится это стадо овцебыков, а они как? Они малышей сбивают, молодняк в центр и поворачиваются головами вперед для того, чтобы обеспечить оборону. Да, конечно, это дикий, да. Вот. И когда они увидели автомобиль, который пытался подкрасться к ним незаметно, они его все-таки заметили, это стадо овцебыков развернулся от автомобиля и побежало в мою сторону. Вот. Вот. Ну и представьте, весь мой ужас, который у меня был в голове, когда я вижу, что на меня несется огромное стадо вот этих мощных животных. Но они меня тоже испугались. Вот. И в последний момент развернулись и побежали в другую сторону. Мы со стороны наблюдали, как Женя чуть не возглавил это стадо. Вот мы, честно говоря, смеялись, сидя в машине, но видели его вот эти гигантские шаги, которые превышали обычно шаг раз в 5. Вот, и мы понимали, что Женя еще чуть-чуть и возглавит. Вот, да. Но... А мне нужно было просто уйти с траектории этих быков, вот, и выйти. Но все обошлось хорошо. И подобных стад мы видели несколько, по-моему, 4 стада на Таймыре. Вот, и это очень красиво. Вообще животных видели много. Вот, и росомах, и видели даже волка, полярного волка. Ну, не рядом, а в стороне. Да, вот. Да. Вот, видели песцов, росомах, овцебыков, леммингов, куропаток. Зайцев огромное. Да, зайцев огромное количество, причем огромных зайцев размером с крупную собаку. Да. Вообще нужно отметить, что в Арктике, как ни странно, кажется, что там кормовая база хуже, и куропатки должны быть меньше, зайцы меньше, волки меньше, а по факту все с точностью да наоборот. Таймырский олень, по сравнению с оленем, проживающим в центральной части республики Саха-Якутия, он в 2 раза больше его. Это объективно так. Куропатка просто в 2 раза. Зайцы действительно как собаки. И вот мы в одном месте увидели там прям табун их. И такое ощущение, мы сначала подумали, что это вот, может, писец бежит, может, там, не знаю, волки, а это зайцы, они гигантские. И мне кажется, что вот эти полярные зайцы могут, как бы, если объединившись, то каких-нибудь местных волков гонять. Мы даже видели следы медведя, но вот нам не повезло, то есть мы его не увидели живем. Он проходил рядом, да, просто мело, он, как обычно, где-то рядом отходил, поглядывал со стороны на нас. Но полярники нас обеспечивали фотографиями этих белых медведей, потому что белый медведь иногда подходит даже к окну на полярной станции,
вот, и заглядывает в окошко. Да. А еще, ну, ты уж надо рассказывать твою душераздирающую историю. Полярники нам рассказали, что у них в этом году вообще медведицы очень часто выходят на полярные станции для того, чтобы сберечь своих медвежат. Потому что самцы зачастую съедают медвежат, потому что для них это легкая добыча. И вот они говорят, что в этом году у них прям перед домом драма разворачивалась. Как раз самка вышла к ним с 2 медвежатами, прям вот была в 10 метрах в домике небольшом, прям перед их центральным входом. И в итоге все-таки самец выжидал, и сначала одного съел, а потом и второго. То есть вот поэтому там такие, как бы на севере, как я говорю, и сурово, и красиво одновременно. И у нас есть фотографии, где лежит самка с 2 медвежатами, и буквально в 30 метрах затаился этот самец-медведь. Антон, расскажи о своей какой-то истории. Да, вот как раз продолжу тему медведей. Как раз наслушавшись истории полярников про медведей, как они с ними уживаются и различных историй, я пошел как раз снимать полярную метеостанцию. Метет, ничего не видно, ходишь, оглядываешься постоянно кругом таблички, что осторожно, белые медведи. Ну, такое себе ощущение на самом деле. А полярники, метеорологи, они ходят с ружьями. То есть у них с собой ружье, заряженное дробью, не для того, чтобы убить медведя, а для того, чтобы его отпугнуть. Дробь самая мелкая, чтобы вот он говорит, для него вот эта там 9 там или какая-то, она по ощущениям как для человека соль. То есть шкуру не пробьет, напугает, вот как бы так немножко это, говорит, в пухлую заднюю часть медведя, да, в общем, надо полить, говорит, и тогда все, да, они выбегают. Вот. Мирлан, расскажи, какая история тебе больше всего запомнилась? Ну, когда ты житель Якутии и ты в команде суперпрофессиональных путешественников, вот каких-то экстремальных ситуаций вообще как бы не было. И как бы, ну, проходит, как скажем, в режиме обычного. А такой случай, прям запомнился, она как бы немножко напряжная ситуация была, потому что мы последние 40 километров нам оставалось. Мы думали, у нас по расчетам где-то должно было оставаться 80 литров топлива. А когда включаем насос, понимаем, что она не льется, обстукиваем дополнительный бак, и там нет. А у нас красная загорелась. До этого мы ехали, очень смеялись, радостные были, потому что нам оставалось до полярки буквально там 40 с чем-то километров. После этого, как говорится в песне, едем и молчим. Все напряглись. И вдруг тут на пухляке машина подсаживается. Мы приняли решение не раскачивать, не топтаться, чтобы лишнее топливо не сжечь, а сразу выкапывать машину. Ну, из-под днища немножко снега достать. Выходим из машины и видим вот те самые свежие следы медведя. Мы, получилось, так остановились, что передняя дверь, задняя дверь, и между ними след. Мы фотографию такую сделали, как будто медведь прошел через нашу машину и туда ушел. И вот там оглядываешься и копаешь одновременно, потому что ты знаешь, что медведь, белый медведь – это единственный такое животное, у которых нет внешних врагов, и он абсолютно ничего не боится. То есть и полярники тоже в соответствии с этим работают, они мелкой дробью ему стреляют, чтобы вот этот звук выстрела у медведя ассоциировался болью. Поэтому если в округе свои медведи, как они выражаются, если они пару раз получили по мягкому месту, они уже от звука выстрела просто убегают. Вот. Если есть еще какие-то вопросы, то с удовольствием ответим. Да. Елена Потоцкая, газета «Саха-Сирия». Вот вы сейчас упомянули Аймеконский район, да, Аймекония. Чем, кроме мороза, вас, опытных туристов, привлек Аймекония еще? Хотелось бы узнать. Ну, вот я скажу, что у вас там есть еще Староколымский тракт, который может быть такой интересной, сложной дорогой. То есть вот, потому что трасса Колыма на сегодняшний день теряет свой статус одной из самых опасных дорог не то что мира, но даже уже и России.
Заячья петля выравнивается, прижимы уже не имеют своих там вот черных, красных, желтых, оранжевых, все, они уже, это обычная дорога, нормальная, там местами серпантинистая, но с отбойниками, широкая, с сетками заградительными от камнепадов, то есть это хорошие дороги уже превращаются. Поэтому вот этот участок Староколымской трассы, он может остаться вот тем самым небольшим маршрутом экстремальной дороги, то есть куда можно приехать и вкусить все прелести вот этого вот Старой Колымы, так скажем. Второй вопрос, если мы говорим про зиму, ну тут в принципе все, что можно, мне кажется, уже выжито, вот там есть все от... Ну да. А про сельскую часть? Ну, здесь, опять же, лошади есть. То есть туристы приезжают, можно посмотреть на лошадей. Олень, насколько я понимаю, тоже там есть, тоже можно посмотреть. Мое мнение, что как раз не хватает какого-то летнего, вот, так сказать, летнего продукта. Потому что там есть, вот меня приглашали, есть охота, есть рыбалка, но вот охота и рыбалка – это такой узкий сегмент. Для обычного туриста там не сформировано летнего продукта. Поэтому мне кажется, что вот в Омиконе нужно что-то продумать, чем заняться там летом. Турист туда даже летом приходит на полюс холода, приезжает, просто его меньше. Вот. Да, мы, кстати, планируем, пока не 100%, но планируем приехать тоже сюда, как раз, чтобы и поснять сам Эсэх, и раз уж приедем сюда, то как раз вот рассказать про что-то летнее. И скорее всего, как раз планируем проехать по Старой Колыме. Спасибо. У меня вот, на мой взгляд, достаточно рисково поехать на одной машине вот в такую дальнюю дорогу, столько километров и в такие условия. Какие меры предосторожности вообще, ну, перестраховка, да, там, запчасти и так далее, чтобы быть максимально, ну, минимизировать какие-то риски, там, встать где-то и остаться? Ну, в первую очередь, как ни странно, это подготовка. То есть самое первое и самое важное – это команда. Потому что люди формируют вообще практически все. То есть у людей есть опыт, у людей есть вот это создание внутреннего фона в команде, поэтому команда крайне важна. Вот здесь со мной за столом сидят люди, на которых я могу положиться как на себя, а местами даже еще больше, чем на себя, потому что я прекрасно понимаю, насколько они готовы отдаваться проекту и для того, чтобы он получился. Второй вопрос – это подготовка и проработка самого проекта. Подготовка маршрута, подготовка автомобиля с запасом, как я называю. Приведу простой пример. Перед выездом в автомобиле был произведен полный ребилд. По заключениям механиков техническому обслуживанию, там можно было, так скажем, подвергнуть примерно 30% подвески. В нашем же случае мы заменили ее 100% на абсолютно новые детали. Были заменены там ступичные подшипники, хотя они были в хорошем состоянии. Но в хорошем состоянии по меркам езды по дорогам, по меркам езды в Арктике мы понимаем, что ресурс подходит, мы поменяли. Поменяли вот половина запчастей была поменена превентивно. Соответственно, система связи через спутник, система трекера. С системным трекером, кстати, нам помогли наши коллеги-путешественники, за что им огромное спасибо. Мирлан сейчас об этом отдельно расскажет. Это, я как понимаю, руководитель как раз экспедиции, где участвовал Мирлан. Вот, поэтому в этом части, вот в этом вопросе были мы подготовлены. Ну и, конечно, как я не устану говорить, правильный выбор и автомобиля тоже. Безусловно, можно отправиться и на «Москвиче». Вот тому подтверждение, в феврале мы на «Москвиче» поехали в Омикон на трассу Колыма, а на следующий год мы едем на нем на Чукотку. Но взять какой-нибудь китайский автомобиль, который у тебя будет сыпаться, ну, я путешественник, а не автомеханик, хотя могу ремонтировать его. Поэтому здесь вот выбор должен быть всего. Выбор экипировки, выбор автомобиля, команды, питания, связи, пункт возможности доставить что-то туда, где тебе необходимо. Все это прорабатывается, не решается по мере поступления, а прорабатывается сразу наперед. И в случае возникновения какой-то нештатной ситуации ты отрабатываешь просто по алгоритму.
Ты не думаешь, что мне здесь делать. У тебя просто срабатывает, и ты сразу по умолчанию делаешь это. То есть вот подготовка, и, наверное, это и отличает команду профессиональных путешественников от туристов. Ну, вот одна из команд, которая поехала как раз после нас туда на Челюскин, они поехали на китайской машине, взяли для подстраховку японскую машину, которая раньше была в нашей команде. И результат: у китайской машины лопнули рессоры, у китайской машины отлетела задняя скорость, ее не было, у них переднего привода актуатор включения, то есть перестал включаться передний привод. То есть понятно, что эти все вопросы были устранены, но это создавало же определенные проблемы. Ребята, которые едут сейчас на китайской машине, они по рекомендациям от Жени Шаталова подготовили этот автомобиль, я как понимаю, сделали более глубокую подготовку и пока едут без потерь. Вот этот вот вопрос подготовки, он очень важен, крайне важен. Ну и вот по той группе, которую мы курируем, они не выходят за пределы зимников. То есть мы всячески порекомендовали и построили маршрут таким образом, чтобы для них это было безопасно. Ну да, то есть без нас, чтобы этого не было. Движение только по дорогам, только по зимникам и ночевки по возможности в населенных пунктах. Только на обратном пути из поломок у нас лопнули пружины, но это опять же было мое упущение. Мы возвращаемся к тому, что перед стартом я подумал, 4-й год пружины, наверное, выдержат. И я понимал, что 50 на 50, и все так и случилось. Вот, то есть, если бы они были заменены, то тогда поломок бы не было. То есть, недоподготовились вот эти вот там 2%, которые, собственно, и вылезли. Ну и самая главная подготовка, мы кормим БНА, говорим ему спасибо, и поэтому едем без поломок. Вот. Да, это действительно помогает, и нужно не забывать, что в Арктике вот можно быть супер подготовленным, можно сделать абсолютно все, приехать, и она тебя не пустит. Прям просто не пустит, у тебя не будет погоды, там будет много снега, или он, наоборот, будет рыхлый, и что-то еще, какие-то медведи, там вот все что угодно. Она просто тебя не пустит. Поэтому, наверное, правильный подход, если ты едешь с искренними какими-то намерениями, если твои помыслы светлые и чисты, и если у тебя есть немножечко удачи ко всему, что я перечислил в плане подготовки, то у тебя все получится. Поэтому мы проехали практически без поломок, быстро. И нужно еще отметить, что на обратном пути мы выехали с Челюскина до Хатанги по этому маршруту за 3 дня. Сами того как бы не хотели, у нас не было цели, мы просто ехали и делали свою работу. А по итогу оказалось, что мы установили рекорд на этом маршруте. Там, оказывается, были какие-то у них баталии по скоростям. И сначала автомобильная экспедиция быстро проехала, потом после нее снегоходчики за 4 дня проехали еще быстрее. Вот этот 4-дневный рекорд прям долго хранился. Мы ни с кем не соревнуясь, просто выехали за 3 дня, и нам потом сказали, а вы установили новый рекорд. Мы говорим, хорошо. Да, установили, значит установили. Да. Вот, а как они теперь говорят, что теперь официально среди профессиональных водителей в Арктике я самый быстрый арктический водитель, а это, соответственно, самая быстрая арктическая команда. Раз самый быстрый, значит что? Что есть, то есть. Вот, если есть еще какие-то вопросы, с удовольствием ответим. Ребята, я восхищаюсь, конечно, вашей экспедицией. Это действительно риск в Арктике, но он достаточно оправданный. И часть моих вопросов ответили, как раз спросили другие ребята. Да? И хотел бы спросить, вот вы же поруговали несколько раз, и в тесной машине, конечно, неудобно. Насколько у вас было подготовлено палатки, там, где вы ночевали во время пурги? В машине или в палатках? Давайте отвечу на вопрос. У нас в автомобиле, наверху автомобиля, если вы заметили, это не бокс. Многие думали, что это бокс для перевозки чего-то. По факту это палатка. Она разделяется на 2 части и поднимается ровно вверх.
То есть сверху и снизу алюминиевый каркас, а по бокам у него утепленная ткань, так скажем. И вот в этой палатке, помимо всего прочего, она очень большого объема. В ней лежит ортопедический матрас Аскона, шикарные ортопедические подушечки. И вот ночевать в этой палатке невероятно комфортно. Она отапливается за счет сухого фена салонного, который дополнительно у нас установлен, и в ней тепло. Самый большой ветер, который она у нас пережила, это было 28 метров в секунду с порывами. Признаюсь честно, когда мы засыпали, она вот так вся ходила ходуном, и мы с Женей спали наверху в палатке, двое ребят, Мирлан и Антон, они спали в машине, в специальном спальнике, он оборудован при сложных сидений. И я Жене говорю: Жень, вот если ее сейчас оторвет, возможно, вместе с нами, давай, вот, ну, есть плохие прецеденты, вот как теория того, что случилось на перевале Дятлова или еще где-то, когда вот резко тебя вот этот вот ненастье. Я говорю: давай так, в случае чего просто назад к машине бежим, то есть там не разбегаемся никуда, потому что действительно все метет, все пурга, то есть вот если нас с этой конструкцией куда-то бы унесло, там еще скорее всего где-то бы чем-то повредило, то вот была определенная опасность, но нужно сказать спасибо ребятам, которые сконструировали для нас эту палатку, у них была их проработанная конструкция, которую мы доработали, то есть мы полностью технические решения, что нам нужно усилить, как нам нужно сделать, и есть еще доработки, которые мы сейчас не вернемся, но следующая генерация будет уже там на 95% отвечать всем задачам, ставленным перед ней. Это если говорить о нашем автономном проживании, но заранее по маршруту мы изучили домики, зимовки охотников, всевозможные вот места, и мы ночевали, по-моему, раза 3 или 4 в домиках охотников. То есть мы ночевали в домике, где комфортно, где-то было не очень комфортно, где-то было очень комфортно. Вот. Со своей стороны мы оставляли в домиках еду какую-то еще, благодарили их, там писали. То есть вот. И плюс эти домики у нас по маршруту мы делали некое такое описание этих домиков, отмечали их на карте и описывали их состояние на сегодняшний день для использования дальнейшими туристическими группами и вообще в целом использовать их в составлении какого-то турпродукта. Вот, поэтому в целом отдыхали, а это именно нам нужен был именно отдых, потому что мы ехали по режиму, день мы ехали, ночь мы спали, все строго, отбой у нас был по расписанию, вот, и отдых вот в тех условиях, которые мы сделали, дополнительная палатка и спальный модуль в автомобиле был очень комфортный, очень комфортный. А эта палатка, она экспериментальная или где-то производится? Нет, это российский производитель, ребята называются, по-моему, Эверест. Эверест Туринг, да. Прямо, по-моему, сайт у них есть либо Эверест Туринг, либо они есть в соцсетях. Мы обязательно, когда будем размещать фильм, в описании под видео дадим на них ссылку, или я сделал отдельный пост в соцсетях про них. У них есть летние палатки, у них есть разные палатки, и вот еще раз говорю, они отработали хорошо, и что самое главное, что они у нас прошли тесты морозами и ветром, то есть это вот, ну, вот все. Есть нюансы, которые нужно доработать, но мы уже с ними связались по телефону, по возвращению они примут от нас всю рекламацию и исправят все и доработают. И я еще хотел бы передать слово Мирлану как раз, потому что, Мирлан, тебе слово. Если мы будем говорить о успешности экспедиции, то с давних времен всем известно, что какой-то процент успешности арктических экспедиций составляют местные жители. То есть, и в нашем случае тоже это всегда вот, ночевки какие-то в каких-то селах помогают все. И первая помощь у нас началась именно в Якутске. Руководитель мой от другой экспедиции на Беннетте, который летом был, Николай Александрович, нам помог именно спутниковым трекером. С этого трекера можно было в онлайн-режиме следить за нами, где мы находимся, как мы находимся, за что. Вот. Спасибо Николаю Александровичу. И также вот удивительно, вот просто когда мы ехали, нигде в никуда, у нас вдалеке был свет. Чуть ближе их 2 было, чуть ближе их 3. Мы так карту смотрим, ничего такого нет, подумали, что КамАЗисты стоят. Мы в Арктике, посреди тундры, там ничего нет.
Подъезжаем, понимаем, что это поселок. И не такой какой-то заброшенный, нормальный, хороший поселок. На карте его не отмечено. Оказывается, это Попигай, национальное село Долганов, новый Попигай. То есть у нас были карты 70-х годов, а поселок был построен в 80-е. Перенесен старый Попигай в новые поселения. Там живут местные в Долгане в основном. И они нас спустили в местную школу, в спортзале переночевать. Наше было удивление в том, что не ожидали. Вот на карте нету, а перед тобой прекрасный такой поселок с новыми такими красивыми домиками. Неожиданно было. Вот таких случаев там тоже. Нам сказали про дядю Вову, отшельника. А сразу в голове такая картина, обросший человек, где-то такой грязненький, такой, отшельника, не поймешь. Приезжаем, по факту, что видим? Белые красивые стены, открашенные, у него вся разводка, спутниковая тарелка, солнечные батареи, ветряная станция. Чисто, уютно, и вот это посреди тундры, где-то в нигде абсолютно. И вот такие моменты. Удивляешься, что Арктика не такая уж она страшная, если ты вот как благосклонно и с благодарностью входишь и принимаешь это, она тоже так же. И еще хочу добавить про поселок Попигай, где мы были. Когда мы уже вернулись назад, то в Юрон-Хае мы встретили оленевода, он тоже оказался нашим подписчиком, и он рассказал одну интересную историю. Он рассказал, что практически все оленеводы и вот все практически, так скажем, молодые люди едут туда, в Попигай, за женами. То есть вот он говорит, потому что сюда, в центральную часть, им дольше ехать, а туда ближе. Он говорит, мы туда ездим вот как бы вот эти там 250-300 километров за женами на Таймыр. Вот такая вот ситуация. И еще из интересного, вот я уже говорил тоже об этом в постах и в сторис рассказывал, что мы когда здесь ехали, нам как раз в Анабарском Улусе рассказывали, что когда-то раньше приезжали за оленями на Таймыр. А сейчас, наоборот, таймырцы говорят, что все, у них нет практически оленеводов, а они, наоборот, приезжают за оленями сюда вот в республику. И хотят сейчас там покупать, закупать. То есть вот меняется абсолютно вот это вот с того, что раньше были там на Таймыре больше, а теперь здесь в республике больше. Вот примерно так. Если вопросов больше нету, то тогда мы будем заканчивать нашу пресс-конференцию. Вам еще раз спасибо большое, что вы пришли и уделили время нам и нашему проекту. А мы со своей стороны попытаемся отобразить в своих соцсетях на многомиллионную аудиторию красоту, вот эту необычайность широты души жителей Саха. И попытаемся сделать так, чтобы от увиденной картинки про Арктику сюда захотелось приехать, здесь захотелось путешествовать и приезжать сюда чаще, чаще и чаще. Спасибо вам. Махтал.